Последние лекарства расставлены по полкам, палаты приведены в порядок, медперсонал на своем привычном месте. Назрановская районная больница понемногу переходит на допандемийный режим работы. В неврологическом отделении на сегодня развернуто 40 больничных коек. В 10 палатах для мужчин и женщин стоят кровати с чистым постельным бельем. В техническом плане мы абсолютно готовы, все палаты подготовлены, все кабинеты медицинские готовы, процедурные кабинеты. Штат укомплектован полностью, поэтому мы готовы к приему больных. Пока работали в режиме пандемии, уже успели соскучиться по своим частым пациентам, признаются врачи. Большинство больных этого отделения должны несколько раз в год проходить стационарное лечение. В подавляющем случае это люди пожилого возраста, а у этой категории довольно выборочное отношение к врачам. Они предпочитают лечиться у одного специалиста. Большим рвением хотим уже видеть своих больных, потому что мы 2 года уже находимся вот в таком состоянии. Здесь был госпиталь ковидный, сейчас мы уже переходим к плановой госпитализации, уже соскучились за своими больными. Очень многих мы знаем, к которым привыкли, которые к нам много раз госпитализировались. Они с нами всегда на связи, они у нас в компьютере. Любой больной, который повторно госпитализируется, мы открываем их данные, которые у них были в предыдущий раз. И мы очень многих знаем, и они нас знают. В общем, мы здесь с ними как одна семья. Отделение пульмонологии открыто уже несколько дней, но пациентов пока еще нет. Звучит странно, ведь ковид в основном бьет по легким и бронхам. А именно такие больные и нуждаются в помощи пульмонологов. Весь состав врачей и медсестер до недавнего времени работал в красной зоне и спустя 2 года вернулся на свое прежнее место. Развернуто 25 коек. Но ожидаем, что больных будет гораздо больше, чем в обычные на ковидном периоде. Весь наш штат пульмонологического отделения работал в ковидном отделении. И, как бы сказать, как пульмонологи-специалисты работали на передовом плане. От начала ковида и до сегодняшнего дня. Сегодня вы готовы принять пациентов? Сегодня мы готовы принять профильных наших больных, которые страдают обычными заболеваниями бронхов и легких. В этом корпусе Назрановской больницы ковид свои условия больше не диктует. К привычному графику вернутся все 6 отделений больницы, начиная от приемного и заканчивая хирургическим. Это разворачиваются такие отделения, как неврологическое отделение, кардиологическое, гастроэнтерологическое, хирургический профиль, то есть колопроктология, дневной стационар. Ну и будут у нас запускаться в полном объеме. Это все методы исследования, обследования, то есть они будут доступны пациентам в полном объеме. То есть раньше, если мы могли задействовать только частично, из-за пандемии сейчас мы уже будем задействовать помощь, оказывать, вернее, в полной мере. После 2-годичного перерыва врачи ожидают большой наплыв больных. Ранее их стационарное лечение проходило в различных больницах республики. Поэтому пациентов просят относиться с пониманием, что ждать госпитализации придется немного дольше, чем прежде. А инвалиды первой группы и ветераны войны будут обслуживаться вне очереди. Сроки ожидания госпитализации для плановых пациентов в среднем составляет от 7 до 14 дней. Но так как сейчас больница запускается за долгое время, за 2 года в течение 2 лет, скажем так, запускается в этом месяце, пока очередей у нас, соответственно, нет, но мы ожидаем большой поток пациентов. Врачи также напоминают, что принимать будут только при наличии всех документов и справок. А предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом ковида – одно из требований при госпитализации. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.